В Ингушетии 11 выпускников не смогли сдать ЕГЭ из-за технических неполадок. В Миноборнауки уточнили, что на основном этапе сдачи экзамена удалили 10 подростков, пользовавшихся мобильниками и шпаргалками. По словам отца одного из выпускников, его сын потерял сознание перед ЕГЭ и попал в больницу, однако все-таки решил отправиться на экзамен. Там он снова почувствовал недомогание и попросился в медпункт, но получил отказ. В итоге 11 выпускников подали иски в суд, чтобы добиться пересдачи экзамена в резервный день 2 июля. Однако написать его им не позволили. В ходе обработки этого протокола решения нашей комиссии, региональный центр обработки информации, когда заносила вот эти данные в базу данных, в список допускающих детей к экзамену, произошел сбой в программе, и они остались не включенными в список сдающих экзаменов. В свою очередь, Министерство образования и науки Республики Ингушетия проводит служебную проверку, служебное расследование, в ходе которого все обстоятельства произошедшего будут установлены, будут определены ответственные лица, которые допустили вот эту ошибку, и будет определена мера ответственности в соответствии с действующим законодательством. А что сейчас делать выпускникам? Когда они имеют право сдавать? У нас практически экзамен закончился. Есть основной дополнительный период в сентябре, но там сдают только русский язык и математику базового профиля, базовую математику, те, кто получил двойки, и, соответственно, в этом году право пересдачи они, к сожалению, теряют. Будут они пересдавать только в следующий период, досрочный период 2023 года. Получается, они потеряли год не по своей вине, да? Получается, что произошло то, что произошло, и, к сожалению, дополнительного периода проведения экзаменов просто законодательством не предусмотрено. Но еще раз повторю, что лица, которые допустили вот эту оплошность, вот это сбой, там ведется расследование, будут наказаны.